Добрый вечер. На канале УТРК Чуй. Выпуск вечерних новостей. В студии работает Сымбат Алмазова. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров сегодня в рамках рабочего визита в Бельгию встретился с королем Филиппом. В ходе встречи, которая прошла в формате тет-а-тет, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Бельгией. Кроме того, состоялся обмен мнениями в вопросах экономического сотрудничества между двумя странами, а также обозначен ряд перспективных направлений дальнейшего взаимодействия между Кыргызстаном и Бельгией. По итогам встречи президент Садыр Джапаров пригласил короля Филиппа посетить Кыргызстан с визитом в удобное для него время. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров прибыл с рабочим визитом в Урумчи. В ходе рабочей поездки глава Кабинета министров примет участие в открытии Экспо «Китай-Евразия», где выступит с речью и ознакомится с представленной продукцией ведущих мировых компаний и посетит стенды отечественных производителей. Также проведет ряд двусторонних встреч с руководством СУАР. В частности, с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР, секретарем партийного комитета Коммунистической партии СУАР КНР Ма Синжуе. Кроме этого, Акылбек Джапаров встретился с руководителями ведущих китайских корпораций, посетит городской округ Хами, где ознакомится с деятельностью крупной компании. В ходе визита также ожидается подписание двусторонних документов. В Кадамжайском районе Баткенской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в районной администрации. Отметим, что накануне 24 июня из-за сильных дождей в Баткенском, Лейлекском и Кадамжайском районах Баткенской области сошли сели. В селе Джиниш Кадамжайского района было эвакуировано порядка 1000 жителей. Каждая профессия заслуживает уважения и признания, независимо от ее специфики и сложности. Сегодня наша съемочная группа провела один день с сотрудником отдела милиции аэропорта Манас ГУВД Чуйской области, обеспечивающего общественную безопасность прибывающих в страну туристов, пассажиров внутренних и международных маршрутов, создавая им благоприятные условия. Замирбек Купоев уже 10 лет работает в службе внутренних дел. Начав сначала со следственной службы, он продолжил свою деятельность в службе борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время работает старшим инспектором отдела воздушного транспорта по обслуживанию аэропорта Манас, Главного управления внутренних дел Чуйской области. Специфика нашей работы заключается в том, что первым делом охрана общественного порядка, охрана и обеспечение общественного порядка в обслуживаемом транспортном объекте, встреча гостей, например, уже наступил турсезон, сейчас усиленно работаем над этим, встречаем иностранных гостей, провожаем. Много бывает, что они обращаются к нам, что-то теряют, что-то, может, находят, к нам приносят. Специфика работы милиционера в аэропорту требует высокий уровень ответственности, взаимодействия с различными службами, профилактическая деятельность, юридическая и правовая помощь местным и иностранным гражданам. Наш герой также отлично справляется с этой задачей. Свободно говорит на 4 языках, помогая иностранным гостям, оказывая им поддержку по различным направлениям. Bu kapıda tamir işleri yapıyor. O yüzden öbür taraftan çıkabilirsiniz. Karşılayacak adamlar var mı size? Эту профессию я мечтал с детства. Повзрослев, окончив университет, осуществили детскую мечту. Сейчас благополучно работаем. Подрастающему поколению хочу пожелать, чтобы они выросли мудрыми, чтобы оберегали нашу родину и были честны во всем и соблюдали закон.
Кроме того, работа милиционера в аэропорту требует сочетания физических навыков, психологической устойчивости и глубоких знаний в области безопасности и правопорядка для эффективного обеспечения защиты пассажиров и персонала в условиях повышенной опасности. Замирбек Купоев вежливо разъясняет гражданам, нарушившим закон, и ведет свою работу в деталях. Азыр административдик жазага жоопкерчиликке тартышыбыз керек болот сизде. Трудности только бывает на момент тогда, когда задержка рейса, бывают буйные пассажиры, которые не могут подождать либо потерпеть пару часов. В основном в этом отделе помимо вышеперечисленных требований должны работать лучшие сотрудники, свободно владеющие 3-4 языками. Замирбек Купоев обладает именно такими качествами и пример для коллег. Наши сотрудники, старший инспектор СОП, капитан милиции Купоев Замир Ханибекович, в этом отделе работает давно. И один из опытных сотрудников, который свои прямые функциональные обязанности выполняет четко, в соответствии с законом и приказами и распоряжениями ГУВД МВД Кыргызской Республики. Всего в отделе воздушного транспорта по обслуживанию аэропорта Манас Главного управления внутренних дел Чуйской области работает 25 сотрудников. Они обеспечивают и контролируют общественную безопасность в аэропорту, насчитывая 8 сотрудников в день. Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, пассажиров в международном аэропорту для несения службы в летние, весенние, зимние туристские сезоны были приглашены и были прикреплены наши сотрудники из ППСМ ГУВД Чуйской области, которые обеспечивают и общественный порядок, и безопасность внутри вокзала, неконтролируемой зоне и при вокзальной территории. Работа сотрудника милиции полна разнообразных и непредсказуемых событий. Она требует быстрой реакции, умения общаться с людьми, разрешать конфликты и сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. Это непростая, но важная и почетная служба на благо общества. Айсло Мурзакова, Эсенбек Усенов, УТРК Чуй, Чуйская область. В стране с населением 7 миллионов человек, 4,9 миллиона или 73% застрахованы по медицинским показаниям. Государственное страхование охватывает 67% граждан, включая детей, пенсионеров, получателей пособий, безработных, студентов и военнослужащих, в то время как около 2 миллионов самозанятых должны платить за медстраховку. В Сокулукском районе проведена разъяснительная работа по этому вопросу. Подробнее в материале нашего корреспондента. Сегодня в селе Кызылту прошла разъяснительная работа по получению полиса обязательного медицинского страхования. Жителям подробно объяснили, какие медицинские услуги предоставляются и какие льготы доступны при получении полиса. Сегодня Чуйское территориальное управление фонда ОМС проводит информационно-разъяснительную кампанию «Узнай свои права, знай свой статус застрахованности». Как всем известно, в 2023 году у нас принят закон об обязательном медицинском страховании, где на нас возложена задача провести информационно-разъяснительную работу среди населения Чуйской области. Провели обучение именно среди специалистов Кабинета укрепления здоровья, где они непосредственно проводят очень активную работу среди населения, среди своего населения. При получении полиса на амбулаторном уровне бесплатно предоставляются 11 базовых анализов, более 40 лабораторно-диагностических и инструментальных исследований, а также лечебно-медицинские услуги со скидкой до 50%. Кроме того, можно приобрести 500 видов лекарств со скидкой от 50 до 90%, а в случае отсутствия страховки граждане оплачивают полную стоимость лечения. У нас было разработано мобильное приложение, называется ФОМС. Там есть вся информация, какие льготы предоставляются застрахованным гражданам, беременным, детям, пенсионерам. И также можно там узнать застрахованность, там можно написать свой ИНН и узнать, застрахован человек или нет.
Отметим, полис обязательного медицинского страхования составляет 1840 сомов за 1 год, а для иностранных граждан 5955 сомов на полгода и 11 910 сомов на год. Сегодня более 50% населения страны застраховано государством. К ним относятся дети до 16 лет, студенты до 21 года, пенсионеры, солдаты срочной службы, граждане, получающие социальные пособия. На сегодняшний день по Сокулукскому району полису медицинского страхования получили 1023 человека, а в целом по Чуйской области 1120 человек. Кроме того, 4144 беременным женщинам был предоставлен бесплатный полис на 1 год. Айкен Муратбекова, Самаган Таирбеков, УТРК Чуй. В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду в Чуйском предприятии электрических сетей филиала открытого акционерного общества НЭСК продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщили в Чуйском ПЭС. На сегодняшний день электромонтерами Кеминской подстанции произведен текущий ремонт автотрансформатора номер 1 с ячейками вводов 500, 220, 35 киловольт на подстанции Кемин. Данные работы проводятся для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода и повышения качества обслуживания клиентов. Во время плановых работ будут перерывы в электроснабжении с 9 до 17 часов. Напоминаем, что на подстанции Кемин 500, 220, 35 киловольт имеется 2 автотрансформатора. Следующий ремонт автотрансформатора номер 2 запланирован на июль месяц. У сотрудников муниципальной инспекции мэрии Бишкека появилась своя форма, сообщают в пресс-службе муниципалитета. По ее данным, линейка формы разработана с целью повышения статуса и узнаваемости служащих. При ее разработке большое внимание уделялось функциональности для удобства ношения и практичности. Всего для стражей порядка и чистоты предусмотрено 64 комплекта формы. В настоящее время изготавливается остальная часть ведомственной формы, говорится в сообщении. Напомним, муниципальная инспекция мэрии Бишкека создана в начале года. Следит за благоустройством, чистотой и порядком в столице. В этом году в Кыргызстане ожидается значительный прирост числа туристов. По прогнозам, страну посетят более 10 миллионов человек. В прошлом году Кыргызстан принял около 8,5 миллионов иностранных гостей. И ожидается, что в этом году туристический поток увеличится как минимум на 10%. Особое внимание привлекает Чуйская область, которая славится своими достопримечательностями и разнообразием природных ландшафтов. Как же идет подготовка к летнему сезону в этом регионе, в материале нашего корреспондента. Чуйская область Кыргызстана привлекает туристов своей природной красотой, историческими памятниками и культурным разнообразием. Регион подходит для посещения в любое время года. Ежегодно в Чуйскую область приезжает более 100 тысяч отдыхающих. Главными особенностями региона являются зоны отдыха, которые привлекают иностранцев своей красотой, парки, высокие горы и водопады. Также популярностью пользуются этнографические комплексы, глэмпинг-центры и национальный напиток КМС. В Чуйской области расположено множество уникальных историко-культурных достопримечательностей, привлекающих внимание туристов со всего мира. Среди них башня Бурана, древний город Суяб и Нивакет, расположенный в селе Красная Речка. В этих местах можно найти древние скифские захоронения, что делает область особенно привлекательной для любителей истории. Кроме историко-культурного туризма, область также предлагает зимние развлечения, такие как катание на лыжах, что является еще одним фактором привлечения туристов. Туризмде бул дагы өзүнчө кластер. Аяк менен дагы биз мисалы канча туристтерди кызыктыра алабыз. В Кыргызстане активно развивается историко-культурный туризм. Исторические места, такие как Акбешим, Суяб, Нивакет и Бурана, были отремонтированы в рамках специального проекта и готовы к приему посетителей. Также продолжается изучение и поддержка культурного наследия. Улучшение условий для туристов является приоритетом, и инфраструктура постепенно совершенствуется каждый год.
мы заинтересованы в том, чтобы предоставить земли, инфраструктуру. И мы всегда поддерживаем наших предпринимателей, которые готовы развивать туризм и предоставлять нашу страну как туристически благополучную для туристов любого уровня. В прошлом году в районе была разработана стратегия развития туризма на период с 2023 по 2026 годы с целью стимулирования туристической отрасли. Кроме того, был создан личный бренд региона, что является еще одним важным шагом в продвижении долины на международной арене. Наша область уникальна и богата историческим наследием и культурой. В рамках указа президента Кыргызстана о развитии туризма мы ведем активную работу в этом направлении. Был создан Совет по туризму, который разработал стратегию на 2023-2026 годы для стимулирования развития отрасли. Особое внимание уделяется сохранению и продвижению культурного наследия. Экономика региона также получает поддержку благодаря развитию туризма. Наша цель – сделать наш регион привлекательным для туристов. В настоящее время разработан бренд Чуйской области, который помогает укрепить его позиции на туристической карте мира. В настоящее время в Чуйской области функционируют более 40 крупных объектов и этно-рекреационных комплексов в сфере туризма. Сымбат Алмазова, Смаган Тайырбеков, УТРК Чуй. Сборная Кыргызстана вошла в десятку лучших в общекомандном зачете игр БРИКС-2024, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики. По ее данным, Кыргызстан на играх представляли более 100 спортсменов по 14 видам спорта. Всего в копилке Кыргызстана 51 медаль, 2 золотые, 11 серебряных и 38 бронзовых. В общекомандном зачете отечественная сборная заняла 9-е место, говорится в сообщении. Напомним, спортивные игры стран БРИКС в этом году проходили в Казани. В соревнованиях приняли участие 4751 спортсмен из 90 стран. Это были итоги дня. В студии работала Сымбат Алмазова. До скорой встречи.